В новом учебном году студенты Чувашского госуниверситета будут жить в обновленном общежитии. В одном из зданий сейчас идут ремонтные работы. Затем, как строители наводят лоск в помещениях, следят и сами учащиеся вуза. Они вошли в штаб общественного мониторинга. Каждый вторник его участники наведываются в гости к подрядчику. Сегодня к активистам примкнула и наша съемочная группа. Пока одни рабочие штробят и выравнивают стену, другие наполняют мешки строительным мусором. Работа, одним словом, кипит и так во всем правом блоке 6-го общежития ЧГО. На время стройки студентов переселили в другие здания. Тем не менее, к ремонтным работам равнодушными они не остались, примкнули к штабу общественного мониторинга. Кстати, в него вошли не только студенты, но и представители вуза, подрядная организация, а также активисты молодой гвардии. Каждую неделю по вторникам мы встречаемся с подрядной организацией и с представителями вуза, смотрим, как прошла эта неделя, какие планы на следующую неделю, и контролируем за тем, как идет стройка, все ли вовремя исполняется. Не только контролируют, но и вносят дельные предложения. Например, молодогвардейцы посоветовали в коридорах установить датчики движения. Это помогло бы существенно сэкономить на электроэнергии. Еще зимой они обследовали все городские студенческие общежития. Затем по этой теме провели круглый стол, в котором приняли участие представители Минобра, вузов и СУЗов региона. Предложения по ремонту общежитий вошли в народную программу «Единая Россия». В конце мая, министр Российской Федерации Мишустин выделил 3 миллиарда рублей на ремонт и модернизацию общежитий по всей стране. Конкретно сегодня общежитие номер 6 Чувашского государственного университета получило поддержку в размере 25 миллионов рублей. Как будет выглядеть правый блок, можно узнать, заглянув в левый. Там еще в прошлом году провели капремонт. Заменили двери, окна, поклеили плитку, обновили мебель. Первокурсники, которые слышали студенческие байки об общежитиях, были приятно удивлены. Мне очень здесь понравилось, так было уютно, красиво. Хотелось свой уголочек в комнате, все расставить, как ты хочешь, оформить. Сейчас постирать вещи с комфортом студенты могут на 1-м и 5-м этажах. Там есть оборудованные прачечные со стиральной машинкой. В будущем подобная техника появится на каждом этаже. Это здорово облегчит жизнь студентам. Привести в порядок правый блок строители обещают до зимы. По плану ремонт должен завершиться 1 ноября. Но рабочие не исключают, что сдадут объект на месяц раньше, так как уже сейчас они идут с опережением графика. Вероника Павлова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.